Перед вашими глазами выпуск газеты «Комсомольская правда» за 27 января 1943 года. На первой странице этой газеты размещена телеграмма секретаря Чечено-Ингушского обкома ВКП Иванова и председателя Совнаркома Малаева на имя товарища Сталина. Воодушевленные вашими мудрыми указаниями о быстрейшем разгроме немецких оккупантов, успешным наступлением героической Красной Армии, колхозники и колхозницы Чечено-Ингушской АСА собрали 12 миллионов рублей на строительство дивизионов бронепоездов имени Героя Гражданской войны Асламбека Шерипава. Колхозники и колхозницы Чечено-Ингушетии готовы сделать все необходимое для помощи родной Красной Армии в окончательном разгроме ненавистных немецко-фашистских захватчиков. И вот какой ответ последовал от Сталина. Передайте колхозникам и колхозницам Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, собравшим 12 миллионов рублей на строительство дивизионов бронепоездов имени Асламбека Шерипова, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Получается, что Сталин лично по достоинству оценивал существенный вклад ингушей и чеченцев в оказанной помощи красноармейцам. Но проходит год, те же самые люди, которых вчера называли героями, вдруг необоснованно и клеветнически объявляются врагами. По надуманным обвинениям, пока мужчины воюют на фронте, их семьи, стариков, женщин и детей грузят в холодные вагоны для скота. Целый народ цинично в одночасье лишают родины. Сталин знал, что они герои, он лично благодарил их год назад. Но это не помешало ему оклеветать и отправить страдать и умирать в ссылку целый народ. Вот цена слов тирана. Это не ошибка. Это лицемерие, стоившее сотни тысяч жизней, преступление, которое нельзя простить, и трагедия, которую невозможно забыть.